Не хотелось создавать видео про чистокровность, просто в силу абсурдности этого термина. Ведь очевидно, что глупцам объяснить термин практически невозможно, что термин чистокровный больше зоологический, относящийся к чистоте породы животного. Но нам нет никакой необходимости залезать в голову ингушскому националисту и пытаться понять образ его мыслей и тем более опровергать. У здоровой части чеченского общества по этому вопросу простая и ясная позиция. Мели и меля, твоя неделя. Обидно, конечно, что те, кого Скопом искренне считал братьями, прекрасно знающие, что чеченцы поражены в правах, тем не менее усердствуют в том, чтобы найти и вытащить на публику и разбалтывать, насколько это возможно, наши ошибки и слабые места. Специально уточняю для ингушского националиста, это не попытка вызвать у вас жалость или попытка пристыдить. Нет, достаточно нам Аллаха, поэтому продолжайте. Замечание нашим доморощенным националистам. Мы, обыватели, ценим и не забудем, что были и те, кто проявлял братские чувства из искренности в религии, так что делайте выводы. Хотя кому я говорю, Горбатова исправит лишь могила. Здесь важно засвидетельствовать момент. Клеветническая кампания носит системный характер. Для архитекторов современного ингушского народа важно вызвать отторжение и вражду между чеченцами и ингушами. Одним из пропагандистских приемов является пресловутая чистокровность ингушей относительно чеченцев. До сих пор желание это подкрепить было нечем, ведь чеченцы в большинстве своем знают больше своих предков, чем ингуши. Помощь в реализации этого вожделенного желания энтузиасты призвали исследование мужской Y-хромосомы. Популяризатором этих исследований в России стала площадка сайта «Родство», где и получили свои знания ингушские руководители ДНК-проекта. Именно на этих исследованиях базировалась идея особости, культивируемая в ничего не понимающем ингушском обществе, уверенно заявлявшем о том, что их рода имеют возраст 30-50 тысяч лет. Произошло это, потому что ученик таков, каков его учитель. Анатолий Клесов, будучи специалистом, не брезгует подлогом терминов, называя гаплогруппу R1A ариями от якобы созвучия. Так и здесь никто не уточнил, что под термином род они имеют не то же самое, что обычно принято у людей. Вот так непринужденно ввели людей в заблуждение, формально оставаясь чистенькими. Микс из тезисов о том, что 88% гаплогруппы J2 является признаком чистокровности и что чеченцы от мала до велика мечтают поглотить ингушей и своровать какую-то там тайную историю, завершил формирование национальной идеи на сегодняшнем этапе. Им удачно удалось провернуть трюк под названием чистокровность. Вот его-то мы и разберем. Первое. Гаплогруппа имеется у всех мужчин на свете, у чистых и даже у тех, кто еще не принял душ, то есть грязных, и даже у тех, кто родился не в браке. Ну вы поняли. Так что само наличие той или иной гаплогруппы никак не может быть основанием для утверждения о чистокровности. Во-вторых, обывательский термин «чистокровный» у мусульман подразумевает целомудрие, а это качество благочестия, которое никак не коррелируется с гаплогруппой. Здесь мы опять видим классическую подмену понятий, за чистокровность выдается однородность. Однородность вдруг стала чистокровностью и достоинством. Но извините, даже наджаса может быть однородным, но эта однородность не делает наджаса чистым или почетным. Данная идеологическая диверсия была рассчитана на раскол в чеченском обществе, чтобы раздробить Нохчи на осколки и навязать свое этническое сознание, параллельно создать некую великую историю, которая оправдывала бы существование собранных осколков из расколотого чеченского народа под их руководством в качестве средних по достоинству обществ. Противостоят этой идеологической интервенции лишь одиночки-просветители, но даже они почему-то приняли тезис о чистокровности.
Видимо, болезнь национализма нас поразила гораздо глубже, и иммунная система уже не справляется. Иначе трудно объяснить тот факт, что не был дан ясный и исчерпывающий ответ, что чистокровность и однородность – это не синонимы, и мало-мальски разбирающийся в вопросе человек мог бы разъяснить, что та чистокровность, которую нам толкают как некий эталон, это всего лишь однородность. И даже однородность не выдерживает испытания открытостью. Давайте наведем свет на пресловутую однородность, упорно выдаваемую за чистокровность. Так ли они однородны и что собой представляют на самом деле эти 88% гаплогруппы J2? Понятное дело, нам открытым текстом говорят: вот смотрите, у нас 88% J2, а у вас всего-то 57% J2. То есть у нас цифра больше, и значит право первородства у нас у ингушей. Вот такую простую и наглядную мысль нам навязывают. Вместе с тем никого не смущает абсурдность подобной практики. При таком подходе, например, в моей семье гаплогруппы J2 100%. Исходя из процентного состава, разве может человек в здравом уме утверждать, что отдельная семья может быть прародителем чеченского и ингушского народов? Но ведь здесь это то же самое. Данный хитрый трюк – смешать квадратное с теплым – рассчитан на глупцов, то есть уравнять процентное соотношение с количеством. То же самое они теперь впаривают уже аварцам, нашли, так сказать, свободные уши. Не нужно гаплогруппу путать с группой крови. Пусть вас не вводит в заблуждение слово «группа». Гаплогруппа – это группа схожих гаплотипов, имеющих общего предка, у которого произошла мутация, унаследованная всеми потомками. Если провести понятную аналогию с деревом, гаплогруппа J2 – это массивная ветвь на стволе человеческого древа. В свою очередь ветвь J2 сама имеет ответвления, то есть подгруппы, которые сами тоже делятся и так далее. Вот это и есть скрываемая ингушскими националистами тайна гаплогруппы J2, что она, как и все гаплогруппы, сама разделена на подгруппы. В мире существует множество подгрупп гаплогруппы J2. Это древо J2, созданное только на основе биг-тестов. Там вы почти не увидите данные ингушского проекта, потому что будет ясно видно, кто от кого произошел, и тогда 39% ингушей J2 окажутся не совсем ингушскими, вернее, не галгайскими. Еще раз, более понятным языком. Ингушские J2 представлены собственно галгайскими 61%, где значение участка ДНК на отцовской Y-хромосоме DIS 390 равно 21. И 39%, где тот же участок DIS 390 равно 23 или равно 22. То есть, чтобы произошла мутация от значения 23 до 21, нужно время, очень много времени. Поинтересуйтесь скоростью мутации данного участка на Y-хромосоме, и станет ясно, насколько они друг от друга далеки. Из данных тестов Y-хромосомы мы ясно видим, кто настоящие, чистые галгай. Это те самые 61% от общего числа J2, остальные это гостевые. Сделав биг-тест, это будет наглядно видно. Но вряд ли мы увидим эти тесты, если даже периодически данные тестов Y-DNA скрывают. Парадокс заключается в том, что именно то самое, что они проворачивают у себя, в этом же и обвиняют Нохчи. Как говорится, кто первым кричит «Держи вора», выражено ранее означенное в том, что есть какой-то Тукхум Нохчи или Нахчи, который планирует поглотить всех и вся. Но как видим из тестов Y-хромосомы, все в точности наоборот. В чеченском проекте вы вряд ли найдете сколь-нибудь значительное присутствие мутации DIS 390 равно 21, а вот в ингушском проекте DIS 390 равно 23 и 22 это 39%. Так что делайте выводы. Стоит навести луч света на темноту, и все демоны исчезают. Но не надо думать, что они это все особо скрывают. Количество ингушей в России
По состоянию на 2010 год, данные из Википедии. 444 833 человек. Из них 88% носителей J2. 391 453 человек. И собственно Галгаев 61% от числа J2 равно 271 348 человек. Для сравнения чеченцев в России 1 431 360 человек, из них носителей J2 815 875 человек. И эти люди имеют наглость утверждать, что наши 815 875 человек произошли от их 173 484 человек. Теперь вы понимаете, почему никогда не приводятся количественные данные. Здесь нет поправки на приписки, чем славится Ингушетия. Даже в этом случае видна абсурдность подобных измышлений. Нет, все просто. У них стандартный сталинский подход. Если факты противоречат, тем хуже для фактов. И уж тем более не должно ни у кого складываться мнение, что ДИС 390 равно 23 и 22 – это чисто уникально чеченское явление. Есть маркеры медленнее этого участка, просто делается акцент на разницу общего предка в узком рассматриваемом вопросе. У всех ингушских ДИС 390 равно 21 этот предок жил в 8 веке, то есть 61% ингушей J2 происходят от предка, жившего 1200-1400 лет назад. Понятно, почему данный убийственный факт, подрывающий основы фик-истории, тщательно замалчивается. Ведь тогда, как говорил профессор Кузнецов, ученик Крупного, того самого Крупного, памятник которому стоит в городе Магаз от благодарного ингушского народа. Ствол вот такой мощный, они ингуши. А из этого ствола выросли славяне, германцы, китайцы, японцы и кого только не, грузины, армяне. Это все ветви. И я им сказал: ребята, не бывает ветвей, если нет корней. Ваших корней и в помине не было. Ядро нынешнего ингушского народа происходит от одного предка, жившего во времена, когда все древние народы уже состоялись как народы и вершили историю. Вот на этом месте мы видим, что о ДНК все дружно забывают и включают политику, опрокинутую в прошлое, историю, и вытаскивают пропахшие нафталином тексты. Ничего не скажешь, удобно. Ведь как иначе соединить своих подданных в единую общность, со славной историей, созданной из ложных воспоминаний, из мании величия и опьянив мечтами. Историки, что наши, что их, особой оригинальностью не отличаются, все одно и то же. Но наши, за исключением немногих, это оригиналы, даже среди историков, полностью лишены стратегического видения, пребывая в благостном расположении духа, ведут себя как слон в посудной лавке. ДНК-исследование не единственный инструмент, отмычка для вскрытия чеченского народа, для его раздробления и последующего поглощения некоторой части, согласных на ингушскую картину мира. Есть еще и материальная культура в виде башен. Они активно продвигают идею о столкновении некой ингушской культуры с культурой народов Дагестана, носителей гаплогруппы J1, и что на диффузии этих культур возник народ Нохчи, известный как чеченский народ. В годы советской власти ингушские националисты пропагандировали идею, что горные общества, населявшие юго-запад Ламрой, близкие родственники ингушей. Для этого были созданы ложные исторические воспоминания, и этой концепции власть молчаливо потворствовала. Но теперь, ясное дело, в свете исследований ДНК стратегия изменилась на 180 градусов. Теперь в тренде Хафизов и К. Нельзя не восхититься виртуозным владением искусства фитне ингушскими националистами, главный тренд – любовь Грузии. Но грузины недолюбливают аварцев.
Для этого даже придумали специальный термин ликианоба, по примеру своего учителя и старшего брата. В этом вопросе они вместе с грузинами и не жалеют оскорблений в адрес аварцев. Но при этом умудряются, забыв, как они презрительно произносили «сили», ездят в гости к аварским любителям свастики и ставят меж собой портрет имама Шамиля, который, кстати, воевал и с теми, и с другими. И никакого когнитивного диссонанса. Потом, надев уже другую маску аланства, дружат с карачаевцами, но при этом на своих YouTube-каналах, переняв пропагандистский прием украинцев, презирают тюрок, обзывая тюркембаями. Как им все это удается, ума не приложу. Не верю, что у аварцев и карачаевцев нет чувства собственного достоинства. Хотя они открытым текстом обвиняют чеченцев в том, что они открыты обеим группам, что отражено в книге «Эздел. Формула вечной жизни». Невольно вспоминается притча о дьяволе в пустыне, каждому зелье по его вкусу. И ведь удается же. За профессионализм респект. Могут. Умеете, могете просто.